Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Еще один туманный морозный день в городе Якутске. Сегодня около минус 40-42 градусов. И сегодня у нас разговор пойдет о новинке российского автопрома, автомобиле Lada Vesta. Сегодня мы его испытаем прямо вот так вот в суровых климатических условиях, в условиях нашей якутской зимы. Я сейчас двигаюсь на своем таком к зиме подготовленном автомобиле. Здесь у меня стоит, конечно же, картонка, стоит автоодеяло. Здесь установлено второе лобовое стекло. Также на передних стеклах установлена пленка PET. Двойная пленка, которая позволяет сохранить максимально тепло в салоне автомобиля. Ну и, соответственно, забор воздуха идет изнутри салона. Ну, я не знаю, вот по крайней мере в такие температурные условия это для меня такой оптимальный вариант. Сегодня мы будем мерить температуру не просто по прогнозу погоды в телефоне, а мерить именно реальную температуру, которая сейчас вот именно в данный момент времени в окружающей среде. В этом нам поможет вот такой вот термометр. Сейчас на заднем сиденье лежит сам элемент, который меряет температуру и показывает, что в машине 14 градусов. Запомним эти данные и продолжим наш тест-драйв уже непосредственно в салоне автомобиля Lada Vesta. Такая фишка интересная. Открывается вручную, но если ставите на сигналку, на закрытие дверей, то уже не открывается. Побежал. Вот так, друзья. Думаю, интересный знак. Так, ну что, впечатление об автомобиле. На скорости идет хорошо, достаточно комфортно управляется, даже на скоростях больше 100 км в час, даже как-то он становится более собранным, что ли. Ну, не сказать, что прям это гоночный автомобиль, да, это, во-первых, это универсал, можно сказать, семейная тачка. Вот, но машина очень даже ничего. Ну что, поедем дальше. Сегодня даже, видите, косулю увидели.
хотелось бы отметить, что тест-драйвов данного автомобиля уже очень много, но наша задача сейчас выяснить, насколько этот автомобиль подготовлен к зиме, да, то есть здесь, в отличие от моего личного автомобиля, нету второго лобового стекла, соответственно, нет вторых боковых стекол и так далее, то есть такой, ну, достаточно серьезный момент для утепления автомобиля. Вот. Но, тем не менее, сейчас мы проехали около 40 километров по трассе, и, как видите, стекла как бы даже и не затянуло. Было вот здесь, с этой стороны, немножко, если сейчас видно, еще осталось, вот небольшая такая наледь. Но это вот, тем не менее, на улице минус 40, и я еще даже не включал вот этот момент, обогрев переднего лобового стекла. Сейчас мы его включим, пусть он поработает, и посмотрим, уйдет это наледь или нет. Так, ну еще одно испытание салонное, да, салонное. В салоне у нас есть сегодня такой замечательный термометр. Вот его термодатчик. И показывает он сейчас комфортные 20 градусов. Ну, вот даже сейчас поднял руку, получается, температура растет. То есть, ну, понятно, что там, где выше, там теплее, ниже, прохладнее. Вот. И сейчас посмотрим, сколько на улице все-таки реальная температура. Такой вот у нас красивый лось. Так, температура пока падает. Что очень долго температуру меряет. Я уже замерзаю. Ну все, опытным путем мы определили, что сегодня минус 41 градус. Руки замерзли, камера запотела. Ну, в общем, я думаю, теперь понятно, что на улице реально минус 41 градус, там плюс-минус какие-то десятые. Вот, кстати, спасибо Болту Бочкареву за предоставленный очень такой хороший термометр. У него, кстати, диапазон не то, что вот у автомобильных, да, там до минус 40 или минус 35, да, минус 20 на некоторых, возможно. Тут от минус 200 до плюс 200 градусов диапазон температур может мерить это маленькое чудо. Вот, Болт, большое тебе спасибо. Давайте же мы сейчас узнаем, сколько нам выдает печка. Поставим наш термометр внутрь и посмотрим. Ну что, 60 градусов выдает нам печка Лада Веста, когда на улице минус 41. Это же целых 100 градусов перепада. Вполне себе нормально. Вот, ну, вот как видите, комфортно я себя ощущаю в кепочке, в кофте, находясь в салоне автомобиля. Я как человек, не избалованный вот этими вещами типа круиз-контроля, обе машины у меня не имеют такой функции. Вот прям кайфую, еду, да, вот сейчас 61. Хочешь разогнаться, нажимаешь на кнопочку на руле, педаль отпущена. Давайте до 70 разгонимся. Вот 71. 70. Все. Машина идет. Нас обгоняет Toyota Voxy. Красота, красота. Слушайте, ну для самых дальних вот путешествий, да, я как бы увлекаюсь автопутешествиями. Мне кажется, очень хорошая опция. Иметь такую опцию на отечественном автомобиле заслуживает всяческих похвал. Также хотелось бы отметить, что эта функция круиз-контроля, она в этом автомобиле также с функцией ограничения скорости. Вы можете поставить ограничение скорости, например, 60, 80, 90 км в час, и быстрее заданной скорости автомобиль у вас не поедет. Друзья, следующая интересная функция, с которой хотелось бы познакомить, это функция помощи старта при подъеме. Мы сейчас находимся на горке, на горе.
Вот здесь такая расчищенная площадка на обочине. И сейчас я покажу, как это работает. У меня зажато сцепление, зажат тормоз. Я включаю первую скорость, первую передачу и затем отпускаю тормоз, чтобы нажать на газ, соответственно. В этот момент, если нет этой функции, ваша машина просто откатывается назад, и нужно обычно те, кто ездит на механике, еще там помогают ручником, да, в этот момент. Здесь с помощью функции помощи старта при подъеме этого делать не обязательно, ну, совсем и не нужно. Вот сейчас несколько секунд машина будет удерживаться в том положении, в котором она находится на горке. Давайте посмотрим. Туман. Вот такими словами можно закончить наш тест-драйв, друзья. Но немножко с такой жалко немного отдавать обратно этот автомобиль. Очень мне он понравился, особенно подогрев сиденья. Вот, но хотелось бы отметить, поставить большую пятерку, не знаю, от меня, вот нашему отечественному автопрому. Лада Веста прям порадовала. Знаете, уже как не сел вот в автомобиль нашего производства, да, и такой думаешь, где-то здесь подвох, да, в чем-то есть, наверное, что-то где-то, наверное, не работает. Проверил, все работает. Комфортный салон, удобно сидеть, просторный. Ну а комплектация, которая представлена в этом тестовом автомобиле, прям, ну, такая очень-очень даже неплохо. Если так пробежаться, то есть что может быть в вашем автомобиле отечественного производства? Может быть круиз-контроль, мультимедийный руль, мультимедийная система с камерой заднего хода, функция помощи при старте на подъеме, подогрев сидения, о котором я уже говорил, обогрев лобового стекла и многое-многое другое. Ну и, конечно же, не говорю о системах безопасности в виде подушек безопасности. Авторизованный центр Lada Colmi представляет вашему вниманию линейку автомобилей Lada Vesta. У вас есть отличная возможность самому оценить новую Lada Vesta. Позвоните по телефону авторизованного центра Lada Colmi 312 158 и запишитесь на тест-драйв.